Андроновская археологическая культура всегда занимала особое место в истории Хакасии. Во-первых, ее материалы сразу и четко легли на отдельную полочку в классификации древности профессора Теплоухова. Во-вторых, уже тогда на начальном этапе определились основные ее характеристики. Курганы, посуда, роскошная литая бронза. Мечта археолога просто. Можно сказать, что приступая к раскопкам возле села Батини на Енисее в 1920 году, Теплоухов уже знал, какие именно могилы он ищет. В распоряжении ученого на тот момент были материалы из Красноярского и Минусинского музеев. Среди прочих выделялась глиняная посуда с необычным геометрическим орнаментом. Ее находили в разных местах – у сел Знаменка и Тесь, под горой Изых на Абакане и на Тагарском острове, там, где сейчас раскинулась новая часть города Минусинска. При постройке полотна Ачинско-Минусинской железной дороги в 1914 году рабочими было вскрыто в 4 верстах от деревни Андроновой, Ачинский уезд, несколько погребений древнего могильника и добыты предметы погребального инвентаря. На место находок выехал директор музея Приенисейского края Красноярск Аркадий Яковлевич Тугаринов и произвел раскопки разрушающихся могил. Сергей Александрович Теплоухов, 1927 год. У деревни Андроновой Тугаринову удалось проследить конструкции найденных случайно курганов. Круглая ограда из камня, внутри каменный ящик или сруб из бревен. Исследованы 3 могилы, в которых обнаружены керамические сосуды, бусы из мастики, медная пластинка, обломок деревянной ложки и 2 фрагмента шапочки, сшитой из шерстяных лент. Характер погребений, устройство могил и находимая в них керамика дают мне основания отнести описываемые могильники к особому культурному этапу, отличному от Афанасьевского. Так как в могильнике близ деревни Андроновой обнаружены погребения наиболее богатые в Минусинском крае, то я и позволяю себе для удобства дальнейшего изложения назвать описываемый этап андроновской культурой. Сергей Александрович Теплоухов, 1927 год. Поиски аналогий древностям Хакаско-Минусинского края привели профессора Теплоухова в степи современного Казахстана, на равнины Западной Сибири и Урала. Похожая керамика, исходный погребальный обряд позволили ему сделать вывод, что именно там находился центр андроновской культуры, а долина Енисея была лишь ее восточной окраиной. Вот здесь самый больной вопрос. Судя по всему, андроновская культура не так долго находилась на территории Минусинской котловины. У нас немного памятников, и сами они не слишком крупные. Видимо, период их существования порядка 200 лет. И за это время они не сумели накопить каких-либо зримых изменений. Они уже достаточно были приспособлены к местным условиям, даже в момент прихода. Пока не улавливаем вот этого внутреннего развития культуры, она достаточно монолитной выглядит. Теперь уже у археологов нет никаких сомнений. Чтобы занять долины Енисея и его притоков, андроновцам пришлось применить силу. Вполне возможно, перед нами первое вооруженное противостояние. Говоря иначе, самый первый военный конфликт в истории Хакасии. Причем основные события происходили непосредственно на ее территории. Никто же свою землю просто так не отдаст. Здесь еще 2 разные системы жизнеобеспечения. Вот про афанасьевцев и окунцев можем сказать, что они в основном занимались вертикальным кочеванием, нужны были горочки, какие-то долины небольшие. То андроновцы, они перли по долинам больших рек. Вот основные андроновские памятники, они у нас в районе Шера, вокруг озер, по Енисею. У них были, видимо, более крупные стационарные поселения. Они занимались в основном пойменным этим скотоводством. Нужны были заливные луга, чтобы этот скот содержать. Ну и столкновения, в общем, неизбежны были в таких ситуациях. Вопрос, чем же это в конечном итоге закончилось? В любой войне экономика – главный фактор победы. С чем пришли в Хакасию андроновцы? И что смогли им противопоставить окуневцы? Вот 2 ключевых вопроса, которые раскрывают финал. Ведь смогли же в свое время окуневцы взять под контроль Хакасию и вытеснить из нее афанасьевцев? Да, они тоже были скотоводами изначально. Другое дело, что они не были упертыми скотоводами.
Да, на протяжении всей окуневской культуры, скажем так, 80-90% благосостояния их это скотоводство давало. А вот недостающие части какие-то они могли брать со стороны. А это очень важное преимущество, особенно для скотовода, потому что, случился тяжелый год, там выпал снег, образовалась наледь, идет падеж скота. Они могли хотя бы частично это компенсировать за счет других источников, а афанасьевцы не могли. Здесь в Минусинских котловинах ситуация особенная. Вот эта вот замкнутость, ограниченность, она, конечно, в определенной степени замыкает вот этот небольшой мир, который трудно с кем-то делить. Поэтому, если археологические культуры имеют одну культурологическую базу, одну базу хозяйственную, то им, конечно, сложно ужиться в таких условиях. Например, Афанасьево и Окунево – это, в принципе, очень близкие по своему хозяйственному укладу населения, и они жили и в самой степной части, и в подтаежной части, то есть они легко адаптировались, и, скорее всего, период сосуществования был не больше 100 лет, а он, всегда неизбежен, когда приходит новый народ, Не бывает такого, что один народ пришел, и второй тут же исчез, Все равно какой-то период сосуществования, военных столкновений, взаимоассимиляции, он есть и неизбежен, Немножко по-другому ситуация выглядит, когда действительно эти культуры занимают, точнее народы, оставившие эти культуры, занимают разные экологические ниши. Как, например, получилось с Окуневым и Андроном. Понятно, что когда племена окуневской культуры впервые появились в Хакасии, они были новаторами. Они несли с запада новые технологии и новые хозяйственные навыки. И, можно сказать, в этом отношении окуневцы на целую голову были выше афанасьевцев. Это неизбежно. Но с приходом андроновцев расстановка сил на Енисее серьезно изменилась. Андроновцы – это, скажем так, то наследие европейское, сформировавшееся вокруг таких известных комплексов, как Синташта, Петровка, Аркаим, наиболее известен в народе. Это, в общем-то, такая южная приуральская группа, которая впоследствии распространилась на огромнейшие территории. Причем фактически получилось два таких очень интересных рукава. Поскольку хозяйственная модель андронцев не предусматривала жизнь в горной части, они фактически Саян-Алтай обошли с двух сторон. Вот северная часть – это, собственно говоря, Западная Сибирь, скажем так, Степной Алтай, и потом Кузнецкая котловина, и к нам в Минусинские котловины. И южная ветвь, которая прошла через Ганцюнский коридор, вышла в Синьцзянь, фактически в северо-западный Китай, и там оставила свои следы, которые, к сожалению, мы только сейчас начинаем видеть. На карте обширной андроновской экспансии Хакасия выглядит как маленький островок. Судя по всему, основной поток воинственных мигрантов прошел мимо нас. Именно там, на просторах Азии, они и развернули свои боевые колесницы. Началась новая эра в развитии вооружений и тактики древних народов. Собственно говоря, о том, что там какие-то следы андроновского населения есть, ученые говорили давно, но только сейчас мы, наконец, начали видеть конкретные памятники, появились раскопки, китайские наши коллеги сейчас активно ведут работы по поиску таких памятников, их исследованию, и становится понятно, что это не какие-то случайные влияния, не какие-то отдельные вбросы, а это именно приход больших крупных масс населения, которые как-то там тоже обосновывались, и, наконец, сейчас наши уже китайские коллеги были вынуждены признать, что, собственно говоря, появление этих знаменитых шанских колесниц в Китае, это не их собственная идея, это инновация, которая была привнесена неким населением, которое пришло к ним из евразийских степей. И, в общем, складывая одно с другим, мы можем предположить, что это как раз и были те самые андроновские племена. Скажем так, мы пока не имеем конкретных свидетельств наличия колесниц у андроновцев здесь, в Минусинских котловинах, но западнее, да, там есть свидетельства, и есть, собственно говоря, колесницы в погребениях, непосредственно сохранившиеся частично. Так что тут все, в общем-то, все понятно и логично в этом плане. Скорее всего, именно в этот период на территории Хакасии и появились горные крепости СВ. Окуневцы ушли в оборону. Противостоять воинам на колесницах на открытой местности они, видимо, не могли. Об их вооружении известно очень мало. Бронзовые кинжалы, ножи, каменные навершия булав, обкладки луков и наконечник копья из погребения. Вот же на рисунке на одной из плит с речки Черновая. Картину дополняют находки из крепостей СВ на вершинах гор. Вот вы видите, здесь на столе представлены некоторые категории предметов очень ярких, которые найдены как раз в разные годы были при раскопках цитадели СВ Чебаки. Но мы с вами видим совершенно
блестящую коллекцию каменных наконечников стрел. Их более 100 на самом деле. Это самая богатая коллекция каменных наконечников эпохи бронзы, которая превосходит все известные нам каменные наконечники из погребальных памятников территории Хакаско-Минусинской котловины по численности. Мы видим различные стадии изготовления этих каменных наконечников, там их на месте изготавливали. И вряд ли эти каменные наконечники являются боевыми. Многие из них очень маленькие, остро заточенные, и, скорее всего, они использовались для охоты на или пушного зверя, промыслового, или на птицу, как таковые. Очень необычный вот этот ряд наконечников с тонким концом и расширяющимся к насаду. Это так называемые кумулятивные стрелы, они, видно, что, по всей видимости, сделаны по одной типологической схеме или даже одной рукой мастера сделаны. Но вот такие стрелы долгое время считали, что это проколки каменные. Но в данном случае здесь у нас вот прям очевидная серия, которая позволяет их интерпретировать как наконечники стрел. И такие стрелы очень опасны, потому что когда такая стрела попадает в тело животного или в тело человека, она глубоко вонзается и идет на расширение, и рана кровоточит, и усиливается кровоток из этой раны. Еще в 1913 году сотрудник Красноярского музея Александр Ермолаев у села Ботини при раскопках могил, которые позже определят как андроновские, обнаружил каменные наконечники стрел. Их будут находить и после в других захоронениях. Но проблема в том, что андроновцы таким оружием не пользовались. И эти наконечники стрел могли попасть в могилу только в теле погребенного человека. Судя по всему, это были военные столкновения с окуневцами, избравшими для себя тактику партизанской войны. Поскольку окуневское население было в этом плане более мобильно, и их база была шире, они могли себе позволить жить как на Енисее, так и где-то на маленьком ручейке в горах. Они, по всей видимости, просто отступили. Не случайно формирование вот этого огромного пласта окуневских крепостей СВ, которая, на мой взгляд, лично на мой взгляд, непосредственно связана как раз вот с этой вот андроновской экспансией, с их вторжением фактически. Эти все СВ, они, естественно, расположены в гористой местности, где по-хорошему андроновцам делать было нечего. Они могли ходить туда только отдельными такими воинскими походами карательными, но остаться там и продолжать жить они просто не могли. Потому что охота это было совсем не их, они не умели жить маленькими коллективами. Судя по тому, какие огромные могильники мы видим, это совершенно другой социальный тип организации. То есть это уже не семейные общины, уже какие-то родовые, гораздо более крупные. Если мы говорили об Афанасьевой, об Окуневой, видели очень небольшие могильники, очень небольшие комплексы, явно семейные, то андроновские и даже ранние карасукские могильники – это гигантские могильные поля, которые явно связаны с большими поселениями. Эти поселения располагались на этих крупных водных источниках, и далеко куда-то в подтаежную зону уходить просто от населения не могло. Через полосицы, как в годы гражданской войны. В горах окуневцы, в низинах и поймах рек андроновцы. Подчеркну особо, общую картину мы можем рисовать себе лишь пока приблизительно, осторожными мазками кисти с опорой на теорию. Подтвердить или опровергнуть это сразу пока не получится. Тут, конечно, нужно отметить еще важный момент. То, что андроновская культура, распространяясь на восток, по-разному взаимодействовала с местным аборигенным населением. И это сейчас как раз очень хорошо стало ярко проступать. Особенно исследования наших новосибирских коллег хорошо это показали, как взаимодействие с кротовской культурой происходило. И оно происходило, можно сказать, мирным путем взаимоассимиляции, контактов, когда инвентарь перемещается из погребения в погребение, когда видны браки перекрестные. То есть, в общем, явно мы наблюдаем картину какого-то мирного сосуществования и взаимодействия. Но в других случаях, например, как здесь в Минусинских котловинах, по всей видимости, это было и военное противостояние. Потому что никаких следов взаимодействия между андроновским населением и предшествующим окуневским мы не наблюдаем. Еще буквально совсем недавно археологи считали, что андроновцы и окуневцы разделили Хакаско-Минусинскую котловину на две части. Первые заняли северные районы, вторые держали оборону в южных. На это указывало распространение СВ, горных крепостей эпохи бронзы. Больше всего их сосредоточено на севере. Самая южная находится на горе Шишка под Минусинском. И археологи предположили, что далее реки Абакан андроновцы продвинуться не смогли. Но раскопки в долине Усть-Камышты в прошлом сезоне показали, что эта теория несостоятельна.
после того, как на Усть-Камыште-1 мы обнаружили неожиданно совершенно андроновский могильник, стал вопрос, а удалось ли окуневцам отбиться от андроновцев? Или все-таки андроновцы заняли всю Минусинскую котловину? Потому что место как раз стратегически важное. Это выход Камышты в долину Абакана. И получается, что андроновцы его контролировали. Это буквально 15-20 километров до Аскиза по открытой степи. То есть теперь вот у нас возникла новая проблема – искать андроновцев на юге Хакасии. И ведь что интересно, придя в Хакасию, андроновцы не предприняли каких-то серьезных попыток закрепить за собой эту территорию. Да, они потеснили местные племена, дали им понять, на чьей стороне сила, но не более того. Да, они оставили на здешней земле свои могильники и свои поселения. Но складывается впечатление, что для них это был период временной, вынужденной миграции с далекой родины. Ну, если мы говорим об окуневцах, то они совершенно определенно пытались застолбить новые места. Вот они пришли, и первым делом что они начали делать? Уничтожать афанасьевские курганы, погребения, и помещать на их место своих покойников. Масса, нет, наверное, ни одного афанасьевского могильника, маломальски исследованного, где бы не было окуневских спускных погребений. Брали афанасьевские курганы, начинали их перестраивать. То есть был круглый курган, взяли, вокруг него сделали квадратную ограду, афанасьевцев разграбили, а туда напихали своих покойников. А дальше все просто. И на вопрос «понаехали?» можно было говорить, что нет, мы тут местные. Вот видишь, вот этот курган, да, он вроде бы круглый, на самом деле это наш, у меня там дедушка похоронен. Вот это раньше мы круглые курганы делали, сейчас уже квадратные. Вот. Так что мы тут испокон веку живем, и это многим народам присуще. Вот те же тагарцы, те же тесинцы с большим удовольствием встраивали свои могилы более ранние могильники. А вот за андроновцами мы как-то этого не улавливаем. Вот даже на той же Камыште это отдельный могильник. Он расположен рядом с Афанасьевским и Окуневским, буквально вплотную, но он отдельно. И никаких впускных погребений андроновских мы не находим. Вот в этом плане они были, как бы сказать, деликатны и чистоплотны. Объективно говоря, интерес к памятникам андроновской культуры в Хакасии со стороны археологов заметно приугас к середине 80-х годов прошлого века. На тот момент частично или полностью были исследованы 30 могильников, или почти 370 захоронений в общей сложности. Своеобразную черту в изучении андрона на Енисее подвела монография Глеба Максименкова в 1978 году. Добавить что-то новое к этому сегодня способна разве что палеогенетика. Это третья волна, они тоже и антропологически, и генетически отличаются и от афанасьевцев, и от окуневцев. То, что они пришли с запада, с северо-запада, это вопрос как бы общепризнанный. Есть еще один пункт, по которому они, например, похожи на афанасьевцев. Они тоже не смешивались с местным населением. Вот жили своими замкнутыми коллективами. Коллективы этих были, конечно, побольше, чем у афанасьевцев, вот именно за счет такой формы хозяйствования, но, тем не менее, достаточно замкнутые. Не привлекали они монголоидных барышень в свои ряды. Ну и генетически сейчас это тоже как бы четко обосновано, потому что у андроновцев, мы знаем, гаплогруппа R1A. Мы можем уверенно утверждать, что это, безусловно, европейское население, опять-таки, как, собственно говоря, и афанасьевцы, и как ранние окуневцы, которые еще до момента смешения как бы сюда пришли. Вот. Другой вопрос, что они отличаются, у них есть своеобразный тип. Вот. Я не буду вдаваться там в антропологические подробности и объяснять, как они отличались. Поверьте, что отличия довольно заметные. И любой специалист-антрополог не сможет спутать как бы ни одного из представителей этих разных культур. Вот. Точно так же и с палеогенетикой у нас получилось. То есть данные вот эти свежие палеогенетики показывают нам, что так называемая гаплогруппа андроновского населения по мужской линии это R1A. Она известна во всех погребениях без исключений, исследованных на данный момент. И она никак не взаимосвязана, до этого вообще не встречалась в Минусинских котловинах. То есть до этого у нас было афанасьевское население, где у нас все мужчины R1B. Потом было окуневское население, где мужчины NOQ, основные гаплогруппы. И здесь R1A. То есть по мужской линии прямой преемственности между как бы, вот этими тремя культурами мы просто не видим.
Но как бы то ни было, с приходом андроновских племен завершает свою историю культура окуневская. Культура феноменальная, с удивительными навыками выживания и трансформации, которая превратила Хакасию в музей под открытым небом. Она продолжает удивлять нас и сегодня, спустя 3000 лет. Сейчас мы выделяем 5 хронологических горизонтов окуневской культуры. Самый ранний – Уйбатский, потом идет Тасхазинский, Лебяжинский, Черновский и Разливский. Вот в этом году то, что мы копали, у нас в основном самый ранний Уйбатский попался и самый поздний, как это неудивительно, Разливский. Вот в этом году наше интересное достижение – мы нашли первое разливское погребение на юге Хакасии. Причем несколько неожиданно. В кургане, который считали ранним, оказалось впускное погребение сверху. Точнее, не одно, а два. И причем определили мы это практически сразу, когда мы начали зачистку ящика. Там оказался фриз из гравировок быков в разливском стиле. То есть сразу уже мы стойку сделали. А когда вскрыли погребение, то у погребенного оказалась посмертная трепанация. А эта вещь характерна именно для самых поздних окуневских памятников, вот этих разливских. То есть теперь мы... До этого они были известны только на севере Минусинской котловины, то есть в районе там Шира, чуть южнее. А сейчас можно говорить, что это не какой-то локальный вариант, не какая-то особенность местная, а это широко распространенное явление, и что это самый поздний пласт Окунева. А если брать по датам, то самые ранние окуневские даты, вот эти из комплексов уйбатского типа, они дают нам рубеж 26-25 века. Это граница появления окуневцев здесь. А заканчивается культура где-то в 19-18. Ну, а дальше уже идет разбивка по хронологическим горизонтам. Скажем, Тасхазинский ориентировочно 24 век, Лебяжинский 23, Черновский от 22 до 20. Ну и самый поздний 19-18 век. До нашей эры, естественно. Естественно, с 17 по 15 столетие до нашей эры, 2500 лет назад в Хакасии, это время андроновцев. Но опять же не так все просто. Сколько длилось противостояние окуневцев и андроновцев, мы не знаем. Но вот кто в нем победил, это уже нам известно. Карасукцы. Что касается последующей судьбы окуневца, тут пока довольно мутно. Мы знаем, что они прекратили свое существование после прихода андроновской культуры, но была ли она истреблена, эта культура? Ну, скорее нет. Скорее всего, часть населения ушла за Саяны в сторону Тувы, Монголии, северо-западного Китая. Там проживали их родственники. И вот что интересно, что вот след вот этого окуневского искусства, он отчетливо просматривается в скифском. И сейчас получили первые анализы с территории Тувы, генетические, из раннескифских курганов. И оказалась очень любопытная картинка. Там было исследовано 9 человек, у 6 из них была обнаружена гаплогруппа R1A, то есть ведущая свое происхождение от андроновцев, а у 3 группа Q. Это вот те самые окуневцы, или как их там называют, чемурчеки на той территории. То есть вполне возможно, что часть вот этого окуневского населения, она вошла в состав скифской культуры уже в более позднее время, передав им некие идеи частично своего искусства. Свою историческую задачу андроновцы выполнили. Они заняли долину Енисея, вытеснили окуневцев и принесли в Хакасию новые, более совершенные технологии и традиции. Кстати, именно в эту эпоху в нашем регионе впервые зафиксирован обряд трупосожжения. Погребальный обряд тоже очень интересная тема, потому что они приносят с собой совершенно новый взгляд на погребальную обрядность. Да, это те же самые курганы, но, во-первых, они по-другому устроены совершенно. Круглые ограды, глубокие могилы, которые могут быть в виде каменных ящиков, в виде цист, в виде деревянных каких-то колод. Очень много, очень разнообразный обряд, как бы. Но, что важно отметить, у них появляется так называемая традиционная погребальная поза, поза адорации. Молитвенная поза – это когда человек лежит на боку, и руки у него сложены перед лицом ладонями. Такая молитвенная, можно сказать, поза. Она очень характерна для всего этого андроновского пласта.
Но особенно интересно то, что где-то примерно 8-10% погребений – это не трупоположение, как мы привыкли здесь видеть, а трупосожжение. Это совершенно новый взгляд, как бы новая концепция. Мы понимаем, что у этих людей была другая, скажем так, религиозная доктрина, которая, собственно говоря, все это объясняла. Вот эти вот трупосожжения, вот эти вот, в общем-то, все, что связано с особым культом колесничих, вот, и, в общем-то, использование лошади во всех этих делах. Ну, в целом, оно как бы эпизод в нашей истории, но эпизод с далеко идущими последствиями. Если мы говорим в целом об андроновской общности, которая занимала огромное пространство там, и Казахстана, и Западной Сибири, потом это все аукнется на стадии развития эпохи поздней бронзы. Потому что все те этапы, которые будут существовать на ее протяжении, все подвижки населения, они будут связаны именно с экспансиями каких-то постандроновских групп населения. Не конкретных вот этой андроновской культуры, которая сюда пришла, а их ближайших родственников. Кто-то из них будет приходить с запада, кто-то будет с юга, через Тулу заходить сюда. Но они все, тем не менее, несут свой вот этот андроновский след. Интересно, что с появлением самой первой волны этих родственных племен андроновцы уходят из Хакасии. Они передвигаются на север, в Назаровскую котловину, а их место сразу же занимают носители совершенно новой археологической культуры. Ученые считают, что это была некая мирная, обоюдно выгодная рокировка. Почему? Узнаем скоро.